Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В рамках указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премьер-министр страны Кохир Расулзода ознакомился с ходом строительных работ, а также реконструкции автомагистрали Душанбе-Бухтар. Кроме того, во время своей поездки премьер-министр страны посетил дихканские фермерские хозяйства районов Хурусон, ознакомился с деятельностью образцового интенсивного сада имени основателя мира и национального единства, лидера нации. В рамках указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премьер-министр страны Кохир Расулзода ознакомился со строительством и реконструкцией автодороги Душанбе-Бухтар. Автодорога Душанбе-Бухтар – одна из международных автомагистралей, которая соединяет столицу страны с центром Хатлонской области, Таджикистан с Афганистаном, Пакистаном и другими странами региона и мира. Первый этап проекта строительства и реконструкции автодороги Душанбе-Бухтар состоит из 33,2 километра. После реализации проекта дорога будет переведена из категории 3 в категорию 1Б. Ширина дороги составляет от 16 до 25 метров. Реализация проекта осуществляется посредством грантовых и кредитных средств Азиатского банка развития, фонда ОПЕК и вклада правительства Республики Таджикистан. Заказчиком объекта является Центр реализации проектов реконструкции дорог Министерства транспорта Республики Таджикистан. Международный консультант – консалтинговая компания «Кокс Германия», местный консультант – общество с ограниченной ответственностью «Автострада» и подрядчик – корпорация по строительству дорог и мостов «Синьцзянь-Бэйсин». Срок строительства определен в 3 года. Строительство должно быть завершено в 2020 году в соответствии с требованиями международных стандартов дорожного строительства. Согласно плану, в процессе реконструкции и модернизации предусмотрено строительство 4 мостов, 69 труб, расширение дорог, направление движения от 2 до 4. Также в населенных пунктах в рамках проекта предусмотрено освещение 2 сторон дороги. В процессе реализации первого этапа проекта по строительству и реконструкции автодороги Душанбе-Бухтар задействованы 520 специалистов. В рамках успешной политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по привлечению большего числа местных жителей к различным строительным работам, в реализации первого этапа проекта из общего числа работников 482 составляют местные специалисты. Одновременно для ускорения процесса работ и строительства автомобильной дороги в соответствии с современными требованиями работники продолжают трудиться с использованием 210 единиц отраслевой техники в 63 пунктах. Второй этап проекта строительства и реконструкции автодороги Душанбе-Бухтар охватывает 39,6 километра. Согласно проекту, на этом участке будут построены 1 мост, проложено 46 труб, 18 остановок и 3 перехода. Дорога адаптируется к первой категории дорожного строительства. В настоящее время на этом участке продолжаются подготовительные работы. Согласно плану, дорога должна быть сдана в эксплуатацию в 2021 году. Для выполнения предусмотренного плана на втором этапе также ведутся работы с привлечением 289 специалистов и 173 единиц современной отраслевой техники в 22 пунктах. 224 работника этого участка составляют местные жители. Для своевременного выполнения предусмотренного плана в определенных местах обоих участков автомобильной дороги Душанбе-Бухтар имеется цех и склад строительных материалов, где ускоренными темпами ведутся строительные работы. В ходе ознакомления премьер-министр страны Кохир Расулзода обязал ответственных лиц в рамках указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, ускорить процесс работ по строительству и реконструкции автодороги в установленные сроки и сдать в эксплуатацию важный объект с качеством, отвечающим современным требованиям. Также с участием премьер-министра страны была сдана в эксплуатацию дорога между селениями Вахдат и Сомунион сельского джамуата Фахрубот Хурусонского района, построенная холдинговой компанией Исмоили Сумуни. Протяженность дороги составляет почти 3 километра. Наряду с освещением дорога с 2 сторон облицована плиткой.
Дорога между селениями Вахдат и Сомунион сельского джамуата Фахробот Хуросонского района построена в рамках подготовки к празднованию 30-летия государственной независимости и мер, связанных с годами развития села, туризма и народных ремесел. Сдача дороги свидетельствует о постоянной поддержке предпринимателей в стране. В продолжении рабочей поездки премьер-министр страны прибыл в селение Мехнат Хуросонского района, где ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства Биби-Узбак-Би. В подчинении этого фермерского хозяйства имеется 830 гектаров земли, из которых 430 составляют сады. Из этого числа 105 гектаров отведены под абрикосы, 104,6 гектара под сливы, 40 гектаров под интенсивные яблони, 20 гектаров под интенсивные груши, 77,4 гектара под местные яблони, 2 гектара под хурму, 15 гектаров под вишни, 12 гектаров под айву, 5 гектаров под миндаль, 21 гектар под гранат. Также премьер-министр страны Кохира Созода ознакомился с деятельностью образцового интенсивного сада имени лидера нации. Следует отметить, что данный интенсивный образцовый сад в хозяйстве Асадуло был возведен в 2016 году по непосредственной инициативе президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. В существующем саду выращиваются различные виды плодовых деревьев. Полученный урожай предназначен для экспорта. По прогнозам таджикских синоптиков, с 11 по 18 июля по республике ожидается очень жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градусов выше обычного. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, по югу и пустынной зоне до 43-45 градусов. В такую жару возникает желание искупаться в водоемах, в связи с чем Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан вновь обращается к населению с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах и помнить об основных правилах безопасности на воде. Но и отмечу, что с начала лета уже 60 человек погибли в водоемах Таджикистана. В Таджикистане зарегистрировано 148 650 людей с ограниченными возможностями. О ходе реализации национальной программы реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы и в целом об их социальной поддержке со стороны общества расскажет Зумрат Фазиева. В Таджикистане уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями. В стране созданы условия для интеграции и вывода из социальной изоляции детей с ограниченными возможностями, разрабатываются и внедряются национальные модели непрерывного инклюзивного образования. В Таджикистане функционируют различные организации, заботящиеся о вовлечении людей с ограниченными возможностями в общество и социальной реабилитации. Одной из таких организаций является специальная олимпиада Таджикистана, которая охватывает все сферы адаптивного спорта для инвалидов с ментальными нарушениями. В рамках программы «Присоединяйтесь», инициированной специальной олимпиадой Таджикистана, был открыт летний молодежный лагерь, в котором будут проводить свои каникулы ребята с ограниченными возможностями вместе с детьми, не имеющими подобных проблем. В честь открытия лагеря были проведены соревнования по программе Special Olympics по футболу и настольному теннису. Ведь через спортивные достижения участники специальной олимпиады развивают веру в себя, развиваются физически, демонстрируют свои таланты, испытывают радость, общаются со своими сверстниками. Отметим, что согласно официальной статистике Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, в настоящее время в стране зарегистрировано 148 650 людей с ограниченными возможностями. Из этого числа 28 187 составляют дети до 18 лет. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы!